Пока взрослые традиционно проводят новогодние каникулы в кругу семьи за просмотром телевизора, молодые люди заняты более активным времяпрепровождением. Ташот скот ханусос, когда хохли хош хамдат лахт кезичтахо хамоусон, сахохли да халятилат сейс космос виз ценцани кез губахас сен кез адреналин латсов да кез хосика масна на хайки губаха интерес мхуля эсен арван кез хохоли дарвали ахо Ибрагим Халухоев пришел на каток вместе с сестрой Ясминой. Они только осваивают лед. До виртуозных элементов им далеко, но главное, что они хотят получить от сегодняшнего отдыха, так это эмоции. Я думала, что будет труднее, конечно, но я смогла. Первый раз сегодня пришла. Первый раз катаюсь. Ну и как у вас ощущения? Отлично. Прекрасно. Поздачева. Амина Хулагова признается, на большой лед ей еще рано, но из списка новичков ее смело можно вычеркивать. Я практически не умею тут, конечно, кататься так хорошо, но главное не упасть тут и все. Правую, левую, так. И главное не упасть. Одни на зависть проносятся вихрем. Менее опытные передвигаются по льду с помощью ходунков. Главное в этом деле не спешить, помнить, что это травмоопасно, и быть аккуратным. Умение твердо стоять на льду – это еще не все. Как мне объяснили, нужно уметь плавно переносить свой вес с ноги на ногу. Это как раз основные азы первой ходьбы на льду. Массовые катания начались с 1 января. В Ледовый дворец приходят целыми семьями, коллективом с друзьями. Сегодня на льду в основном студенты Ингушского медицинского колледжа. В рамках декады спорта наше Министерство спорта пригласило нас на массовое катание. Нас приглашают не в первый раз. Нашим студентам очень понравилось это мероприятие. Они получили массу положительных эмоций. Мы хотим поблагодарить наше Министерство спорта за такое мероприятие, сказать им большое спасибо. На льду одновременно могут кататься более 100 человек. Возрастных ограничений нет. Здесь можно встретить детей даже от 3 лет. Гостей ледовая арена Башлам принимает с самого утра и до вечера. Массовые катания продлятся до конца каникул. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.